Наша планета – это невероятных масштабов научная лаборатория. Ищите ответы, исследуйте, открывайте. Фестиваль «Наука плюс». Онлайн-мастер-классы, лекции, экскурсии. Прикоснись к науке вместе с нами. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я приглашаю вас отправиться в прошлое и провести небольшое историческое исследование. Мы попытаемся узнать, в чем разница между головными украшениями и прическами XVIII и XIX веков. Для проведения нашего исследования нам понадобятся разные исторические источники. К письменным источникам мы относим дневники, приказы, договора и другие документы. К изобразительным относятся рисунки, гравюры, карты, фотографии. К вещественным – археологические и этнографические материалы, то есть вещи, созданные человеком. Иногда, если есть в этом необходимость, привлекаются и антропологические источники, то есть это костные останки, которые изучает археология. Давайте начнем с того, что костюм жителей Якутии XVIII века отличался от костюма XIX века. Для XVIII века характерно изготовление одежды из натуральных материалов. Это кожа и мех диких и домашних животных. Также использовали бисер белого, голубого и черного цветов. Носили украшения из желтых металлов. Это бронза, медь, латунь. В XIX веке одежду шили уже из фабричной ткани. Расширяется цветовая гамма бисера, украшения преимущественно из серебра. Если вы посмотрите на изображение женщин на слайде, то увидите, что одежда стала более массивной и тяжелой. Изменились украшения. Перед нами головное украшение бастыга, серьги, шейные украшения кылджи и илинкевихер. Поэтому костюм XVIII века имеет более архаичный облик. Это отразилось и в прическе, и в головных украшениях. В нашем исследовании мы пойдем в хронологическом порядке и начнем с XVIII века. Письменные источники этого столетия нам оставили путешественники и исследователи, которые в то время посетили Якутию и составили описание ее жителей. Из них следует, что в то время женщины носили 1, 2 или 3 косы, использовали украшения для волос из бисера и металлических подвесок, а на голове носили начельники, расшитые бисером. Благодаря экспедициям XVIII века у нас есть изобразительные источники. Пожалуй, самые известные из них – это гравюры из книги Диорди и из атласа экспедиций Бильнса и Сарычева. Давайте рассмотрим изображение из книги Диорди чуть поближе. Перед нами изображение девушки спереди и со спины. На изображении справа мы видим девушку с лица. На ней головной убор, но мы точно не можем сказать, является оно шапкой или начельником. За ее спиной, видимо, есть 2 косички, рядом с которыми спускаются бисерные подвески. Слева перед нами изображение девушки со спины. Мы видим, что с затылочной части ее головного убора на спину спускается красивое украшение. Видимо, оно состоит из бисера и металлических подвесок. Возможно, оно закрывает косу, а может быть и нет. К сожалению, по рисунку нельзя что-то утверждать, потому что художник все равно оставлял место для своей фантазии. Далее мы переходим к группе, пожалуй, самых объективных источников. Это вещественные источники. Перед нами изображение 3 головных украшений, которые были найдены в археологических раскопках на территории Якутии. За всю историю археологического изучения Якутии эти украшения были найдены всего лишь в 3 якутских погребениях. Как мы видим, они различаются между собой, поэтому на основании их конструктивных особенностей было выведено 3 типа. Первое – это с височно-нагрудной подвеской. Второй тип с височно-нагрудной и наспинной подвесками. И третий тип – это с наспинными подвесками. Эти украшения объединяет то, что их основой служит кожаный обруч. Сверху он расшит бисером белого, синего и черного цветов, в некоторых случаях металлическими бляшками. И в зависимости от типа вдоль висков или спины спускаются разные подвески.
Существует теория, согласно которой количество наспинных подвесок соответствует косам, которые носит эта женщина. Например, на рисунке 3 мы видим, что у этого украшения есть одна наспинная подвеска, она привязана к одной косе. И, видимо, ниже спускались уже бисерные подвески, таким образом коса была полностью закрыта. Существует другая вариация этой гипотезы. Так, художник Михаил Носов, который сделал рисунок номер 2 и участвовал во множестве археологических раскопок, считал, что в эти подвески вплетаются сами косы. Соответственно, если есть две наспинные подвески, то, соответственно, у женщины было две косы. Но так как материалов на данный момент очень мало, мы не можем утверждать что-то одно. Мы можем только строить свои гипотезы и догадки. Ну что же можем сказать по поводу волос и причесок людей, которые жили в ту эпоху? Здесь на помощь нам приходит археология и антропологические материалы, то есть останки этих людей. Археологи во время своих раскопок, если есть такая возможность, стараются фиксировать положение волос, какой они длины, какого цвета, были они заплетены или распущены. К сожалению, чаще всего волосы не сохраняются. В тех случаях, когда удалось зафиксировать волосы, оказалось, что у женщин были очень коротко остриженные волосы. Видимо, это было связано с тем, что за больным человеком нужно было ухаживать, и чтобы волосы не доставляли дополнительных трудностей, их могли состричь. Все же были случаи, когда у женщин сохранялись длинные волосы. Тогда они могли быть заплетены в косу, иногда эта коса оборачивалась вокруг головы. В других случаях пучок волос перехватывался у основания кожаной лентой. Сегодня такую прическу можно было бы назвать «конский хвост». Давайте сделаем предварительные выводы по XVIII веку. Мы узнали, что женщины в то время могли носить одну, две или три косы или сделать прическу «конский хвост». Они украшали себя головным украшением бастыга, которое было сшито из кожаной основы и расшито бисером. Возможно, количество подвесок этого украшения зависело от количества кос, которые носила эта женщина. Приступим к XIX веку. XIX век у нас изучен очень хорошо, потому что есть большое количество письменных источников. Самые известные труды по XIX веку нам оставили такие исследователи, как Серошевский, Маак, Щукин, Мидендорф и Худяков. В этих трудах достаточно подробно описано костюм и украшения якутов XIX века. Если среди материалов XVIII века упоминание об украшении бастыга мы встречали редко, то здесь почти в каждом труде она очень подробно описана. Например, Маак пишет, что это обычное украшение любой якутской женщины. Видимо, изменился и внешний вид этого украшения, потому что его описывают как вышитая цветными нитками лента или украшенный серебром и разноцветным бисером обруч. К концу XIX века появляется большое количество фотографий, где изображены женщины в нарядной и повседневной одежде и украшениях. Давайте посмотрим на фотографию девушки слева. Мы видим, что на голову девушки одета нарядная бастыга. Основой украшения является матерчатый обруч, сшитый сверху серебряными бляшками и разноцветным бисером. На затылочной части украшения есть три подвески. Центральная более широкая, с орнаментом сверху, и по бокам чуть более узкие. В затылочной части на грудь не спадают массивные передние подвески, которые соединяются на солнечном диске. Если мы вспомним второй тип головного украшения XVIII века, то мы увидим, что это более усложненный и более тяжелый вариант того же украшения. Конечно же, такое большое количество серебряных украшений могла себе позволить не каждая девушка. Для этого нужно было быть дочерью или женой очень состоятельного человека. А теперь посмотрим фотографию справа. Мы здесь видим, что у одной девушки, которая крайняя справа, вовсе нет головного убора. Девушка слева закрыла голову платком. Девушка по центру, видимо, наиболее нарядная из них, на голове имеет и красивый платок с бахромой, и модную фетровую шляпу. Традицию носить платки или в целом закрывать голову следует связать правилами православной церкви, которые получили очень большое распространение в XIX веке. Вещественный источник XIX века – это этнографические материалы, которые хранятся в музеях Якутии, России и других стран. В этих коллекциях можно встретить на первый взгляд совершенно разные головные украшения.
Но если мы сами обратим внимание на конструктивные особенности этих украшений, мы поймем, что это те же украшения, которые были в XVIII веке. Их тоже можно сгруппировать на украшения с наспинными, наспинно-нагрудными и нагрудными подвесками. Здесь мы можем обратить внимание на то, что наспинных подвесок на бастыня никогда не бывает больше 3. И это соответствует количеству кос, их тоже не могло быть больше 3. Но в XIX веке под каждой подвеской уже точно не было косы. Вероятно, обычно носить разное количество кос в зависимости, может быть, от возраста, социального или экономического положения, забылось давным-давно. Подведем итог нашего исследования. В XVIII веке еще существовал обычай, согласно которому женщины носили разное количество кос – 1, 2 или 3. Возможно, количество кос было связано с ее социальным статусом или ее возрастом. В соответствии с этим она могла носить головное украшение разным количеством подвесок, где каждой подвеске соответствовала определенная коса. К концу XIX века эти древние традиции были забыты. На смену им пришли традиции и нормы православной церкви, согласно которым женщина обязана была покрывать голову платком. Но смысл традиции в повторяемости действий, даже если мы забыли ее первоначальный смысл. Поэтому на протяжении XIX века сохранялось определенное количество наспинных подвесок на головном украшении бастыня от 1 до 3. А какие гипотезы появились у вас? Возможно, именно ваш вариант является самым близким к истине.